Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова Карина, таролог и практик. Сегодня мы с вами продолжим вот такой цикл гаданий, да, на наших родственников. Сегодня мы погадаем на дочь. Вот если у вас уже есть взрослая дочь, ну, после 18 лет, естественно, да, вы можете погадать, как скоро она выйдет замуж, как у нее сложится все и какие у вас будут отношения с зятем. То есть вот такое у нас сегодня гадание. Использовать я буду очень редкую колоду Таро. Это называется колода Таро райская, Эдем Таро, да. И такая колода это является именно редким экземпляром, который уже не выпускается именно в том виде, вот, в котором вы его видите. Вот, поэтому сейчас попробуем с вами вот такой вот интересный расклад сделать на вашу дочь. Вам нужно загадать дочь. Вот одна позиция может быть только на одну дочь, если у вас несколько дочерей. И еще раз повторю, да, что только если им после 18 лет, помните, именно после 18. Итак, перемешиваем наши райские карты. Перемешиваем карты. Первая карта покажет вашу дочь, то есть какая вот она, готова она вообще куда-то замуж, не готова, хочет она, не хочет. Может быть, у нее уже какая-то история развивается, может, ничего не развивается. Или, может быть, заканчивается наоборот, да, и, ну, еще пока не к этому вообще. Так, ну, я тут раскладываю вот такие вот, значит, символы: сердечко, бабочка и цветочек. Потому что у нас же про девочек. Сердечко, бабочка, цветочек. Вот выбирайте либо по номеру позиции, 1, 2, 3, либо сердечко, бабочка, цветочек, либо просто по сигнификатору. То есть, если вы поняли, что выбрали не свое что-то, не про дочь, там, да, я говорю, то тогда другую выбирайте позицию и все. И надеюсь, что все выбрали, а те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции, остальные я убираю в сторону. Скоро ли выйдет замуж ваша взрослая дочь? И какие у вас отношения будут с вашим зятем? Первая позиция — сердечко, первая карта показывает вашу дочь. Ну, она у вас 5 кубков, а это значит, что на данный момент она разочарована в мужчинах и какой-то историей своей жизни она опечалена. Естественно, это не располагает к тому, что она готова выйти замуж там в срочном порядке, да, или торопит события. Она отвернулась от мужчин, у нее какая-то произошла, возможно, травма психологическая или грустная история, или у нее комплексы с детства, что она отворачивается от мужчин. И на сегодняшний день, ну, конечно, она не мыслит об отношениях или не мыслит о серьезном формате отношений из-за своего разочарования. Также по 5 кубков у вас дочь может оплакивать даже кого-то уже ушедшего из ее жизни или вообще ушедшего из жизни, как будто бы она вдова. Такое бывает. И вы знаете, просто вот человек как будто в депрессии живет, в трауре в каком-то живет. Или в моменте вот такого тотального одиночества, но когда он не видит для себя шансов, понимаете, вот у нее такое. Хорошо, давайте посмотрим, а как у нее будут развиваться вот в ближайшее время события, или вообще, когда она выйдет замуж, да. Ну, сначала посмотрим, когда она выйдет замуж, и ту историю, вот, ну, сначала скоро ли вот она выйдет замуж. Вы знаете, карты говорят, что ваша дочь уже в ближайший год, может быть, максимум 2, выйдет замуж. То есть, на самом деле, ее разочарование сменится, ну, каким-то активным мужчиной, да. То есть, сразу же карты показали, даже историю, что будет именно мужчина, который очень сильно ее, ну, окучивает, добивается, проявляет к ней прям таки инициативу, к вашей дочери. И он такой прям наскоками, нахрапом берет. То есть, вот, знаете, вот есть такие мужчины, которые очень активны в любви. Они яркие, они чаще всего
могут быть огненные, ну или просто очень активные, инициативные мужчины. И, соответственно, ваша дочь, она не сразу будет ему доверять, вот судя по этим картам, но в сердечко-то стрела попала. То есть видно, что в ближайший год-два разовьются так события, что ее пронзит увлечение вот этим мужчиной, его инициатива ее очень впечатлит. Возможно, они встретятся по работе или по учебе. То есть как-то вот связаны будут какие-то общие дела, да, у них общие дела. Либо, ну, это какой-то специалист, у которого она что-то может, какие-то услуги получать, тоже вариант. Либо он у нее что-то заказывает, наоборот, клиент. Ну, как-то работа связывает или учеба. Карты говорят, что он, скорее всего, откуда-то приезжий, то есть не местный человек, из другого города или даже из другой, может быть, страны. Может быть и иностранцем, если честно, вот судя по этим картам. Ну, либо просто вот мужчина, который где-то работал там или в другом городе учился. И такой вот прям, он подвижный очень. Я бы его, допустим, полным не назвала, он скорее худой. Или среднего телосложения, ну уж точно не в теле. И, может быть, рост у него средний, выше среднего, не маленького роста, скорее всего. И знаете, такой вот жгучий он какой-то. Вот у него такая энергетика, активная, жгучая, подвижная. Он ревнивец, но не до истерики. То есть он просто как бы пышет страстью, да, и он может ревновать, проявлять чувство собственничества, но он не тиран, конечно. Хотя даже ездить за рулем, он может, кстати, скорее всего, ездить за рулем, но он может ездить за рулем, так знаете, на скорости, порывисто вот такое. Я не говорю, что он там аварию сделает или что-то, нет, но вот есть такие мужчины, которые любят как-то побыстрее ездить, все как-то вот торопится куда-то. Вот такой мужчина. Как у вас сложатся отношения? Если она уже в ближайший год-два замуж выйдет, давайте посмотрим, как у вас с зятем сложатся отношения. Ну, вы знаете, вы не будете ему доверять совершенно. Вам покажется, что у него не хватает ресурсов, денег. Или вы его будете осуждать за нехватку ресурсов, денежных ресурсов. Очень трудно будет складываться отношения в начале, а потом потихоньку вы сможете с ним, ну, улучшить отношения друг с другом. Он к этому будет проявлять инициативу, и как-то вот общительностью он вас возьмет, так скажем. Смените гнев на милость, но сначала вы ему не будете совершенно доверять, возможно, будете его обсуждать, говорить, что у него мало денег, скорее всего, так, мало денег у него. Он тебе пудрит мозги, у него мало денег, обманывает, у него мало денег, у него не хватает ни на что. Может и правда он не будет сильно много тратиться. Но вам надо понять, что деньги — это понятие вот такое наживное, да, что если человек работает, а он будет работать, это факт, то он заработает потихоньку деньги. Просто, ну, чувство это тоже очень важно. Может быть, вы на своем опыте когда-то, да, там, любовь любовью, мол, надо было на деньги смотреть. Вот знаете, бывает такое, что мама переносит на дочь, но у вас потом с ним сложатся очень такие добрые отношения. Он вас чем-то вот возьмет, вот не знаю, как будто вы от него будете прям отпираться сначала, всячески, ну, даже его избегать, и не с ним не разговаривать, и не хотеть с ним общаться. Но он проявит в какой-то момент инициативу, и вы, ну, более-менее подружитесь, вот так. Могут между вами даже быть некоторые конфликты первое время. Ну, вот такая у нас первая позиция. А мы идем дальше к позиции номер 2. Бабочка. Вы загадали взрослую дочь уже после 18. И выйдет ли она замуж, когда? В ближайшее ли время или долго ждать? И как у вас сложатся отношения с зятем? Вообще, выйдет ли она замуж? И первая карта показывает саму вашу дочь. 6 пентаклей. Ну, 6 пентаклей — это такая девушка, женщина, стабильная, очень стабильная, скорее всего, обязательная, там, учеба или работа.
ровное такое отношение к людям, не травмированное сильно, ну или не до истерики. Знаете, есть женщины, которые сильно травмированы мужчинами, а здесь, ну, не сказать. Очень хочет кандидат более-менее состоятельного, но чтобы было уважение в отношениях и равное вложение сил в отношения, то есть чтобы не она в одни ворота играла, да. Она так, в принципе, знает себе цену, что за какими-то ерундовыми отношениями не погонится, знает, что нужен мужчина ответственный, серьезный, за несерьезным даже не будет как сказать, ни отношения входить, ни смотреть на него. Ей не понравится даже несерьезный какой-то. То есть она такой ведет тщательный отбор. Возможно, с кем-то общается, поэтому давайте смотреть. Вот. Тут могут быть отношения серьезные, но уже серьезные тогда. Давайте посмотрим, вот когда она выйдет замуж. Потому что к браку она, в принципе, готова. Вот она, в принципе, готова, нормально может серьезные отношения заводить и знает вот уже, что какой должен быть, по сути, муж. Хорошо. Когда она выйдет замуж, сначала смотрим. Карты показывают, что если она в ближайший год, ваша дочь, если в ближайший год не выйдет замуж, расторгнет какие-то отношения, которые будут в ближайший год, и не пойдет за него замуж, она выйдет замуж только через 6 лет. Если вот эти отношения не сложатся, которые у нее в ближайший год, не схватит она эту возможность идти в брак. Это совсем не обязательно. Я просто говорю, что если она, там, допустим, хочет, она может. Но если она не захочет, если она его отвергнет, если он ей по каким-то параметрам не подойдет, а такое вполне может быть, тогда через 6 лет. Вот, следующий срок через 6 лет. Тогда будет расставание, потом период там не очень хороший, и тогда через 6 лет. Интересно. Видимо, она ведет настолько тщательный отбор, что будет долгий кастинг. Причем с недоверием с таким, да, к людям. Так, давайте посмотрим, как история все же будет развиваться с ее будущим мужем, именно, который будет мужем. Вы знаете, с ее будущим мужем у нее будут складываться так отношения, что его семья будет против нее. То есть проблема будет в этом, что он ей будет подходить, она его будет любить, в принципе, он ее тоже, но тут препятствием встает его семья против, семье как-то тяжело его отпускать в эти отношения, в брак, что-то не так, и они будут как-то противодействовать, ей будет тяжело с этим справляться. И вот тут и встает этот выбор, понимаете? То есть вся проблема в этом. Встает выбор между тем, остаться с ним и терпеть его семью или уйти. Вот когда, причем выбор остается за ней, высшие силы так и говорят через Таро, да, что выбор остается только за ней. Да, будут сплетни за спиной, интриги за спиной, и вражда даже какая-то, да, и осуждение. И ей выбирать. Вот согласна ли она дальше терпеть это или вообще уйти? И потом, если она сделает выбор в его сторону, она выйдет замуж в ближайший год. Если нет, она через 6 лет у нее там будет другая история. Вот сейчас невозможно даже определить, судя по картам, какая там будет другая история. Этот парень, с которым она в ближайший год будет в отношениях, он во всем хорош. Во всем, кроме его семьи, которая подгрызает, что им не нравится невестка. Всем остальным он нормальный. И работящий, и красивый, и умный,
и деньги у него есть, и жилье. Вот так. Если она выйдет за него замуж, как у вас сложатся с ним отношения? Сначала они вообще как-то будут вести так отношения, что вы с ним будете очень редко общаться, и невозможно будет понять, как у вас с ним сложились отношения. Но потом потихоньку отношения будут так выстраиваться, что они будут, возможно, редко к вам приходить или приезжать, или появляться из-за своих каких-то дел или работы. И когда вы с ним будете общаться, он будет абсолютно культурный, нормальный, учтивый, обходительный, добрый. Если вы пригласите их на ужин, он придет с цветами, например, или там с каким-то угощением. Нейтральное абсолютно отношение. Вы не будете знать, что у него внутри. То есть такой человек. Он для вас будет закрытая книга. Пришел, поговорил, поел. Она с вами разговаривает о каких-то делах. Он может максимум комментировать или вообще не встревать, сидеть просто. А потом просто уходят и все. И так может продолжаться прям несколько лет. Поэтому во всем есть плюсы и минусы, да. Если вы попросите их о помощи, они вам помогут. Если не попросите, они будут заниматься своими делами. Вот, так что, вот так думайте, не знаю. Так вот сложилось по картам. Плохим я его назвать не могу. Нормальный человек. Идем к третьей позиции. Цветочек. У вас взрослая дочь, вы спрашиваете, когда она выйдет замуж, как у вас сложатся отношения с зятем. И первая карта показывает вашу дочь сейчас, вот, насколько она готова, куда-то не готова. Двойка пентаклей. Двойка пентаклей, она, знаете, она показывает, что человек мечется. Возможно, у нее отношения с кем-то качели. Ни да, ни нет, ни туда, ни сюда, ни рыба, ни мясо, ни черное, ни белое. Никак. Вот, постоянно все шатается, болтается. Нестабильные отношения. Либо она сама нестабильная. То есть, то хочу замуж, то не хочу. То мне нужен такой мужчина, то другой мужчина. То это, то, то пятое, то десятое. Нет стабильности. Есть дурачество, смешливость, слишком легкое отношение к жизни, желание продемонстрировать себя в каком-то деле, может быть, в работе, в учебе или просто в общении с людьми. Но она сама не знает, хочет ли она сейчас замуж. А если даже хочет, отношения настолько могут шататься, болтаться с противоположным полом, что пока об этом просто не идет речи на сегодняшний день. То есть может так человек быть абсолютно нестабильный вообще в жизни, то есть обрасти какими-то проблемами, задачами, трудностями, может много решать одновременно задач, быть многозадачным. И ему, допустим, не до отношений. Или если отношения есть, то она ходит по разным свиданиям, заводит периодически некоторые отношения, которые ни к чему не приводят. Хорошо, давайте посмотрим. Выйдет ли она, в какое время она выйдет замуж, когда? И какая история, может быть, складывается, будет складываться в будущем. Вы знаете, карты говорят, в ближайший год-два она уже точно выйдет замуж, встретит свою судьбу, если вы правильно выбрали позицию, да. И вот как будто бы будет прям защищать свои отношения. Считать будет, что встретила именно судьбу, вторую половинку, вот так. Давайте еще посмотрим, что там как будет складываться. Императрица, королева пентаклей, королева мечей. У мужчины в семье, возможно, слишком много женщин. Допустим, мама, 2 сестры, мама, мамина сестра, бабушка. Вот такое. Много женщин. И они сразу же окружат вашу дочь
да, будет с ней очень много общаться, когда она с ним начнет отношения именно серьезные, когда он ее познакомит с семьей. Ее окружат женщины, женская энергия, много женской энергии. Мужчина, с которым она будет в браке, он привык общаться с женщинами, потому что он с ними в семье постоянно все разгребает, это все женское, да. Разговоры, там, не знаю, наряды, все это обсуждается постоянно, покупается, все эти женские эмоции, капризы, все это ему, как сказать, привычно. То есть такой мужчина, который привык жить в женском обществе, в квартире или в доме, где одни женщины, и где совершенно мало мужчин. Но они с вашей дочерью будут нормально общаться, эти все женщины. Может быть, дружить, некоторые из них. Плохого отношения не вижу. Но свои отношения она будет защищать. То есть, вот кто бы ей что ни сказал плохое про отношения, она будет очень яростно воспринимать. Мол, это моя судьба, и все, вот любую критику скажи. Этот мужчина моя половинка, я с ним счастлива, отстаньте. То есть даже если кто-то что-то попытается прокритиковать, это все бесполезно. Ну и любовь у нее будет взаимная, конечно. Давайте посмотрим, как у вас с зятем сложатся отношения. Ну, вы его воспримете как свою семью. У вас будут очень хорошие, теплые отношения. Возможно, вы тоже будете с этими всеми женщинами тоже дружить и общаться. Там, не знаю, ездить вместе на дачу или там, не знаю, куда-нибудь в Сочи или там в Одессу или еще куда-то. Там, где еще? В Рим, в Венецию. И, ну, все зависит, где вы живете, да, отдыхать. И вам будет как-то так, в принципе, хорошо, как будто бы вы всегда там были, в этой семье. Я это так вижу, что... Может, это правда такие какие-то судьбоносные у нее отношения, что каждый воспримет другого и всю его семью, как будто это все и были все друг друга родственники. И просто все сливаются вот в одну семью и все. Нормальное абсолютно отношение друг к другу. Я думаю, что вы полюбите своего зятя. Вот и все. Ну, такая позиция у нас номер 3. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.